все народы одинаково должны иметь возможность себя реализовать, в том числе и в культурном плане. Заседание Совета по межнациональным отношениям при главе республики прошло сегодня в Магасе. И чтобы вот так каждый день, месяц чистых дел, благотворительный проект охватил все уголки Ингушетии. Расскажем, кому уже оказана помощь. Суть проекта – создание заготовочного предприятия общественного питания по производству полуфабрикатов различной степени готовности с целью обеспечения собственной продовольственной сети. Реализацию конкретных постсочинских инвестпроектов обсудили на заседании в правительстве республики. Ждем перехода на цифру. Кто не успел купить приставку, приобретаем. Кто не может, тем помогут в рамках поручения главы региона. В первый день акции мы приняли 18 человек. И даже среди этих 18 человек мы обнаружили 2 случая рака молочного железа, что является крайне большим процентом. Здоровее будешь. Главное вовремя пройти диспансеризацию. Сделать это можно каждую субботу в онкодиспансере. Это новости 24. Добрый вечер. В Магасе прошло первое в этом году заседание Совета по межнациональным отношениям при главе республики. Юнусбек Евкуров отметил, что в текущем году необходимо сделать упор на усиление взаимодействия с общественными организациями, национальными культурными автономиями, а также с полномочными представительствами в регионах России. Глава призвал членов Совета усилить работу с соотечественниками, проживающими в странах СНГ и дальнем зарубежья, в целях сохранения национальной самобытности, знакомства местного населения с ингушской культурой и традициями, проводить выставки и презентации в других субъектах России, а также продолжить работу по увековечиванию памяти уроженцев Ингушетии, ушедших на фронт. Формирование межнационального согласия – это такой путь долгий, кропотливый и постоянный. Нет такого, что сегодня мы в таком согласии, в гармонии живем, а завтра какая-то проблема не появится. Даже на бытовом или из-за элементарного бытового случая может возникнуть проблема. Но, к счастью, в республике не замечены таких всплесков и явлений, и даже предпосылок в этом направлении. Но, тем не менее, конечно, здесь мы не говорим про конфликтную ситуацию, мы говорим про комфортность для каждого народа, для каждой нации в народе, в республике. И наши автономии, национально-культурные автономии, их у нас более 20, они должны себя чувствовать, конечно, где-то там немного народа, несколько человек такой в этой автономии, где-то побольше. Они должны себя чувствовать, конечно, равными по всем отношениям. Поэтому здесь для этого есть такой необходимый рычаг со стороны Министерства по делам национальности, со стороны муниципальных образований, депутатского корпуса, тех, кто курирует это направление. Поэтому здесь просил бы максимально в этом участвовать, и все народы одинаково должны иметь возможность себя реализовать, в том числе и в культурном плане, творческих или других направлениях. Я тоже обращаю внимание. Ингушетия среди 20 регионов попала в первый этап в реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Об этом на встрече с главой Ингушетии Юнусбеком Евкуровым сообщил председатель Комитета транспорта, энергетики, связи и информатизации Ислам Аздоев. Все социальные объекты и органы власти в рамках нацпроекта будут подключены к широкополосному интернету. Также на встрече затронули вопрос деятельности отдела по развитию транспортного комплекса региона и отметили необходимость заменить изношенный автопарк. Так, общественный транспорт республики на 70% находится в изношенном состоянии. Нам удалось
АТП совместно с там новое руководство, с коллективом поговорить, что снизились их затраты ежегодные, которые они производят ежемесячные. Это позволило немного улучшить их финансовые показатели. Естественно, с той помощью, которая оказывается из республиканского бюджета, полностью закрыта задолженность по заработной плате. Есть у них сейчас и денег на запасные части. То есть вот работа автотранспорта не вызывает никаких опасений, что она может быть сорвана. Значит, что еще? За последние 5 месяцев я вот проанализировал жалобы, которые поступают по автотранспорту, но они связаны, так скажем, с теми вопросами, которые мы в состоянии устранить сами. То есть нарушение графика движения, интервалы, может быть, значительные, но о срыве маршрута, о том, что днями не было выхода на маршрут транспорта, речи уже не идет. То есть уже сегодня можно говорить о том, что транспорт будет стабильно работать. Какие есть вопросы, которые мы не в состоянии самостоятельно решить без вашей помощи и без помощи транспорта? 70% транспорта изношенный. То есть 100% изношенности. Несмотря на то, что у нас на сегодняшний день мы находимся на 5-м месте вообще в России по обновляемости транспорта. Но с учетом того, что у нас в 2013 году купили мы транспорт 50 единиц и 106 единиц в 2015 году, но тем не менее этого оказывается недостаточно с тем, что до этого вообще транспорт практически на нулевом уровне был. И вот необходимо, я думаю, что как-то решать, с учетом той обстановки, которая у нас сейчас есть по финансам, по национальным проектам, по цифровой инфраструктуре. В этом году где-то планируется в июне-июле состоится федеральный контракт для оснащения широкополосным интернетом социально значимых объектов. Туда входят все школы, туда входят все органы власти, туда входят все медицинские учреждения, в том числе и ФАПы. Ингушетия попала в первый этап. В связи с тем, что качественно были подготовлены документы, их всего 20 регионов. Мы попали в этот первый этап, и вот сейчас после торгов в 2019 году здесь эта работа начнется. Разработать дорожную карту по 10 автобусов в год. Для этого надо с Минпромторгом проговорить, как это будет. Это мы уже, это есть. По 10 автобусов в год, чтобы мы обновление автопарка делали. Хорошо. У нас, в принципе, по обновляемости лучше ситуация, чем в других регионах, но тем не менее ее надо поддерживать. Проверить все маршрутки, просто там поставить задачу конкретно в течение месяца, проверить все маршрутки. Разделить их на 3 категории. Те, которые там находятся в зеленой зоне, те, которые находятся в оранжевой зоне, и те, которые находятся в красной зоне. Вот те, кто в красной зоне, их надо просто запретить выезд на линии. На это тоже обращаю внимание. Священный Рамадан – время делиться с ближним, скрашивать быт нуждающихся, дарить радость тем, кто сегодня находится в трудной жизненной ситуации. «Месяц чистых дел» – так называется благотворительный проект, инициированный главой Ингушетии. Это, по сути, целый ряд благотворительных акций. К примеру, сегодня обратили внимание на семью Евлоевых из Карабулака. О том, чем помогли, расскажет наш корреспондент Зелимхан Калоев. Как же долго здесь ждали этого шума. Сегодня во дворе Евлоевых выгружают стройматериалы. Более 10 тысяч кирпичей, 3 тонны цемента и кровельные материалы. Для семьи из Карабулака это не просто помощь, а настоящее чудо. Мариям Евлоева инвалид 2-й группы. Единственный доход – небольшая пенсия. Направление я не шел. Дага операции есть. Так тигр, дин во, ван во, хамыч хожим чип. Да не ахкварси, да я без братца. Мариям Евлоевой в конце августа предстоит сложная операция на сердце. У женщины кислородная недостаточность. Она уже перенесла операцию на голову. Слабое здоровье вносит свои коррективы в планы семьи. О строительстве и речи быть не могло. Строительные материалы, тагын он ешхандар строительные материалы, кирпич, цемент, профильный стиль есть у неандро сайда ходио, на остров горел на басуях. Ахка حاجة أوزا حل شقادي على خنوص حبين حاجة on فيز مليش حاجة ملاير إتسيس خط خطة داخل حواشته داخل تغنش تمثيل حواشته هنا دال إيه تمساني دعوة عيودش خنا نوصل دي حاجة من ترد.
В этом доме Чита живет уже более 12 лет. Его возведение было таким же нелегким. Только недавно удалось окончательно достроить жилье. Выйти из сложной ситуации со стройматериалами Мария Мивлоева пыталась поначалу сама. Как и в случае с фундаментом, хотела приобрести товары в рассрочку, чтобы выплачивать по 2000 каждый месяц. Но на таких условиях поставщика найти так и не смогла. На весь безум бас олса, может, что комната едешь. Сюда администрация президента обратиться до этого, вот здесь он, но осл здесь он, док хайер соер. Вардуж да яхкам, дик хайер азу, вошу хал хайер. Вардуж аза яхка, жум та рассрочку сделать, хам ваште отсюда алж, лилер су нахак ала и андерас. Дихрдиш док мотигиш ханерса. Цакатай ваште ялтер сер. Хан садал су абяш кахет васу сетиян. Хамет я отсюда лил су улка. Хамад. Холли хайер я хашти. Сулка мал венчо, сулка мал хаджачо, да он садолчин, да резхал. Месяц чистых дел – флешмоб, запущенный по инициативе главы Ингушетии в рамках священного Рамадана. Цель одна – совершать как можно больше богоугодных дел. На этот раз к акции присоединилось Министерство труда, занятости и соцразвития Ингушетии. Инициатива подхватить дядю, на 3 орара, максимально наха ноостл, и же больше наха дядю, ноостл ди хожишь доктор дядю, то наш латшее положение что. Адрес что طبعا يا ادرس ضد دا خديو نتخي حقيقي يرتش ده سي ملغ سبيسكش حماج ادمنستراتيف بريستا جميع يدخل دا خد خي نس توك حاجه ديو نا могуш ты парт вашта должно на осле доплох. В этот месяц все мусульмане должны стремиться совершать как можно больше добрых дел, помогать нуждающимся, малоимущим и детям-сиротам. В акции могут участвовать все, независимо от возраста. Условие одно – желание помогать. Рамадан – время творить добро, неважно маленькое или большое, материальное или моральное. Главное – стремление и желание помочь нуждающимся. В рамках акции в соцсетях уже сотни публикаций с хэштегом «Месяц чистых дел». Посты самые разные. Вот, к примеру, в Сунже провели очередную акцию по раздаче фиников и воды. В Магасе малоимущих порадовали необходимыми продуктами питания. А в Малгобекском районе раздали 300 килограммов жертвенного мяса. Им засчитывается все – и примирение, и прощение кровной мести, помощь малоимущим. А ближе к праздникам, по окончанию священного поста, власти Ингушетии обещают помочь малообеспеченным семьям накрыть столы, чтобы праздник никого не обошел стороной. Зелимхан Калоев, Адам Далаков, Новости 24. Ежедневно к акции «Месяц чистых дел» присоединяются все больше людей. Так сотрудники Почты России решили посодействовать Азе Харсиевой из Барсуков в возведении дома. Приехали, присмотрелись, оценили масштаб помощи и привезли весь необходимый строительный материал. Репортаж Дианы Плиевой. Две небольшие комнаты, кухня и спальня на 3 человек, протекающая крыша, трещины на потолке. В маленьком щитовом домике Аза Харсиева проживает вместе с 2 детьми уже 5 лет. Улучшить жилищные условия не позволяет скромный семейный бюджет. Ежемесячное пособие 12 тысяч рублей. Работать не может по состоянию здоровья. Женщина – инвалид 2 группы. Этот священный месяц оказался для женщины благодатным вдвойне. Помощь пришла после объявленного старта благотворительной акции «Месяц чистых дел». Этот проект инициирован главой республики и призывает каждого гражданина делать больше добра и быть теплее к окружающим. Обращение Азы было услышано. Помочь в богоугодном деле поспешило региональное отделение Почты России, и уже через 2 дня во двор женщины заезжали КАМАЗы с нужными стройматериалами. Это поручение главы республики в этот священный месяц Рамазан оказать посильную помощь всем тем нуждающим лицам. Вот представители Почты России приняли такое решение оказать помощь гражданке Харсиевой Азе. وحييني كلبش تشمت أردق شيفر وخ بلوكش وخ حلوة تجوز غشلون إيش مليون جام حييني 2000 блоков, 7000 кирпичей, 7 кубов леса и 5 тонн цемента. Сотрудники почты, приехав за день, посчитали нужное количество стройматериалов для будущего дома. Участок под фундамент Аза отвела еще 8 лет назад. Совсем скоро на месте этой земли появится одноэтажный дом с кухней, спальней, ванной и залом. Ну и куда же без цветочного газона?
Yıllardır işte sayırsa halveti şu atış. Şil kuşu diye katas. Aşil o sadoça. Yaz joayı sabahdır ya. Cuma gibi dogri kastat satsu. Satsu hastar modal dog hastotsun. Zadal. Sunca гадди хайсу цибисен джана бяяс. Согаттиха. Стройку Азахарсиева собирается затеять сразу после Мархаш. Говорит, надо успеть до холодов, чтобы уже в следующую зиму от морозов ее семью укрыла крыша родного дома. Дана Плеева, Магомед Белакиев, Новости 24. Реализацию инвестпроектов после подписанных в Сочи соглашений обсудили сегодня на совещании Президиума инвестиционного совета при главе республики. Встречу провел премьер Зелимхан Евлоев. Речь идет о вложениях в агропромышленный комплекс. В частности, обсудили создание производственного центра мясных полуфабрикатов КЭПС Ингушетия и возможности по сбыту сельхозпродукции для местных фермеров, ну и многое другое. Амина Бокова расскажет. Автоматизированный производственный центр по производству мясных полуфабрикатов КЭПС Ингушетия. Новаторский масштабный проект, благодаря которому в республике будут производиться морсы, соки, хлеб, лаваши и, самое главное, мясные полуфабрикаты. Привлек власти региона еще на инвестиционном форуме в Сочи. Тогда же было подписано соглашение с директором компании КЭПС о строительстве в Ингушетии подобного центра. Сегодня в правительстве проект обсуждают уже более детально. Объем предполагаемых инвестиций составляет 376 миллионов рублей. Суть проекта – создание заготовочного предприятия общественного питания по производству полуфабрикатов различной степени готовности с целью обеспечения собственной продовольственной сети. Проект предусматривает строительство производственного центра общей площадью 30 тысяч квадратных метров. Основное сырье для производства полуфабрикатов – это мясо крупнорогатого скота. На базе производственного центра планируется построить 2 высокотехнологические лаборатории для контроля качества поступающей и выпускаемой продукции. Центр по подготовке высококвалифицированных кадров, мини-гостиница для потенциальных франчайзи и партнеров, тест-кухня с фокусом группами. Реализация проекта откроет большие возможности по сбыту сельхозпродукции для местных фермеров. Это зерно, мука, мясо и фрукты. Также создаст дополнительные 150 постоянных рабочих мест и 250 на этапе строительства. В планах у руководства компании стать сетью и работать в масштабах страны. Сейчас главный вопрос – это выделение земельного участка для строительства центра. С этим земельным участком ситуация следующая. Мы просили его по Бакинской трассе. И если есть такая возможность, поближе к Саб-Гиганту, если получается. Но если, конечно, не получается, то уже хотя бы не дальше, чем километр от Бакинской трассы. Почему нам это нужно? Нам это нужно, во-первых, для логистики. Мы будем производить большое количество продукции. То есть это будет постоянное движение больших машин, и поэтому нам очень важна логистика. Председатель правительства Зелимхан Евлоев поддержал эту инициативу, а также отметил, что более конкретно говорить о выделении места и площади под строительство центра можно будет после того, как компания подготовит конкретный бизнес-план. На проекте муниципалитета главы до конца недели наши предложения представляем КЭПС. Они уже будут смотреть, подходит, не подходит и какой участок для них более предпочтительный. А так мы поддержим ваш проект. Немаловажный вопрос на повестке дня – реализация инвестиционного проекта по реконструкции и расширению производства овощей и консервированной продукции и освоению агрокомплекса «Суджа-Фаворит» выделенных земель площадью 600 гектаров. Совместно с правительством Республики Ингушетия была разработана дорожная карта по устранению административных барьеров в целях обеспечения своевременной реализации инвестиционного проекта «Агрокомплекс «Суджа-Фаворит». Инвестиционный проект предполагает запуск с проведением пусконаладочных работ 2 уже смонтированных линий на площадях Купатлас и расширением производства путем установки дополнительного оборудования по консервации и глубокой переработке овощей и фруктов. Реализация инвестиционного проекта осуществляется за счет собственных средств инвестора. Объем инвестиций – 950 миллионов рублей. Сегодня республика делает ставку на привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс. Заложены сады интенсивного типа на площади более 500 гектаров. Сад-гигант Ингушетия радует своей сочной продукцией жителей не только нашего региона. Фрукты и ягоды активно экспортируются за пределы субъекта. Благоприятные природно-климатические условия способствуют развитию в республике и мясомолочной отрасли, и скотоводства. Амина Бокова, Адам
Абдалаков, Новости 24. 30 единиц техники и около полусотни рабочих задействовано в строительстве Малгобекского участка дороги Назрань-Малгобек, Нижний Курб-Терек. Трасса давно признана перегруженной, поэтому расширение полотна – мера необходимая. На протяжении 3 километров сейчас усилят конструкцию и несущую способность дорожного полотна, укрепляют обочины и прокладывают съезды. Работы завершат через пару недель. Жаридат Халухоева расскажет подробно. Масштабная реконструкция автодороги Назрань-Малгобек, Нижний Курб-Терек с 52 по 65 километры идет полным ходом. Преображение трассы регионального значения каждый день подмечает Адам Игиев. Местный житель уверен, начиная от технических возможностей в плане обеспечения безопасности движения и заканчивая устойчивостью покрытия, дорожники показывают абсолютно новый уровень работы. С ямами, перепадами, убойный вообще моборняк постоянно. Вода просачивается сюда, что моборняк, лучше вода мобор. Добросовестно полностью откопать, да, нет диктатор бяп. Мы что касим дик бог выберешь, нет дик бы. Я ряд халаха, масина, я их ждина, что уж бог без бог бог. Всего задействовано 30 единиц техники и более 40 рабочих, каждый из которых хорошо знает свое дело. Выравниванием асфальта, к примеру, занимается Артур Китиев. Своей профессией парень гордится и уверен, что этим приносит огромную пользу для общества. По технологии, которые у нас есть сейчас в Ингушетии, повыше, в длину сколько, как позволяет, и в ширину как позволяет. 35 метров ширина, длина и ширина 7 метров, 6 метров, как позволяет улица. Значит, если надо, ремонт делаем улицы. Реконструкции подлежат около 3 километров участка автодороги Малгобек. Главная цель – усиление конструкции несущей способности дорожного полотна, а также доведение ее до нормативных параметров. Сейчас рабочие заняты укладкой верхнего слоя асфальтового покрытия из мелкозернистой бетонной смеси толщиной 5 сантиметров. На сегодняшний день выполнены работы на участке 3,5 и 2,7 километра, то есть 6,3 километра выполнены дорожные работы по устройству дорожной одежды, асфальтобетонного покрытия. На данный момент ведутся работы по устройству пересечений, примыканий. Автодорога уже давно исчерпала свою пропускную способность и перешла в режим перегрузки. Увеличение транспортного потока и стало основной причиной обновления трассы. Ежедневно по ней проезжает тысячи грузовых и легковых машин. Здесь всего 2 полосы без раздельного барьера и освещения в темное время суток. В связи с этим в строительстве автодороги учитывается множество аспектов. Проект предусматривает перевод дорожного покрытия в 3-ю техническую категорию и увеличение ширины полотна с 7 метров до 9. Полностью было скирковано, существующий асфальтобетон был скиркован, новая дорожная одежда из песчано-гравийной смеси выполнена и 3 слоя асфальтобетонного покрытия. 21 сантиметр толщиной. Усиление толщины слоя покрытия позволяет нам транспорт с большой грузоподъемностью пропускать без дальнейших разрушений. Несколько светофоров, пешеходные переходы и тротуар также сделает дорогу безопаснее как для водителей, так и пешеходов. Современные технологии, профессиональные кадры и спецтехника – это только начало большого пути. Отчасти именно благодаря такому подходу строительство дороги регионального значения генподрядчик готов сдать раньше положенного срока. Уже через 2 недели автолюбители смогут смело проехаться по обновленному участку. Жаридат Халухоева, Асхаб Белакиев, Новости 24. С целью улучшения качества земель и повышения урожайности сельхозкультур Управление Россельхознадзора Ингушетии продолжает работу в рамках действующего координационного плана по анализу почвы на наличие загрязнения нефтепродуктами, токсинами и на достаточность питательных веществ сельхозземель на территории республики. Очередная остановка инспекторов в сельскохозяйственные земли в сельском поселении Кантышево, где нарушения видны без специальных проб. В ходе проведенных недавно строительных работ по установке водонасосных скважин на земельном участке
итоге рабочие самовольно сняли и перенесли плодородный слой почвы, а также перемешали его с глиной и гравием, нарушив при этом сразу несколько федеральных законов об обороте земель сельскохозяйственного назначения и о переводе земли или земельных участков из одной категории в другую. По данному факту управление Россельхознадзора сейчас будут сделаны соответствующие запросы. Будем устанавливать лиц, которые проводили данные работы. Также при необходимости установления факта порчи земель будут отобраны почвенные образцы для дальнейшего их исследования и направления в Ставропольскую межрасположенную ветеринарную лабораторию. По итогам данного исследования нам будет ясно, мы установим точно факт уничтожения плодородного слоя почвы, и на основании этих фактов к виновникам, к лицам, допустившим данное нарушение земельного законодательства, будут приниматься штрафные санкции, меры административного воздействия. По новой информации, 3 июня аналоговое телевидение будет отключено не в 57 регионах, а в 36 из тех, что еще не перешли на новый цифровой формат полностью. Еще 21 регион перейдет на цифру с 14 октября. Ингушетия в 3-м этапе, так что еще есть время запастись приставкой. Кстати, специальное оборудование для обеспечения изображения нового поколения малоимущим семьям достанется бесплатно. Распоряжение главы региона. Амина Букова расскажет. Маленькая коробочка, а столько радости она принесла Хаве Тариевой. Пожилая женщина живет совсем одна. Единственное развлечение для бабушки – это просмотр телевизора. Правда, ловит у нее всего 2 канала, и то с помехами. Но с появлением цифровой приставки Хава сможет смотреть уже 20 каналов высокого качества. Россия, мир, карусель, спортивные, музыкальные, новостные и развлекательные. Впрочем, для некоторых жителей страны переход на цифру до сих пор остается предметом роскоши. Если рядом с логотипом канала вы видите букву «А», то вы все еще смотрите аналоговую картинку. Но это лишь пока. В середине октября все регионы России полностью перейдут на цифровое вещание. В их числе и Ингушетия. Мы будем получать более качественный сигнал. И по поручению главы Республики Ингушетия мы из внебюджетных источников нашли средства для приобретения пока 8 цифровых приставок для получения телевизионного сигнала. И в настоящее время мы выдаем эти приставки людям из категории социально нуждающихся, то есть малообеспеченным семьям, которые не могут самостоятельно приобрести необходимое оборудование для приема сигнала. Следующая семья, которая получила бесплатную цифровую приставку – Барханоевы. Взрослых дома не оказалось. Гостей с подарками встречают дети, которые, к слову, больше всех ждали новую приставку. У нас 8 детей. Мы долго ждали такого антенны, как эта. Поэтапное отключение аналогового телесигнала и переход к цифровому уже начался в некоторых регионах страны. В результате полного перехода на цифру качество изображения станет высоким, современным. Единственное, что может немного омрачить радость владельцев старых телевизоров – это необходимость покупки дополнительного оборудования. Но это лишь разовое вложение. Кстати, обладателей телевизоров, выпущенных после 2012 года, необходимость приобрести цифровую приставку не коснется. Амина Бокова, Магомед Белакиев, Новости 24. Предупредить недуг, а в случае его возникновения помочь собственному организму вовремя мобилизовать все свои силы, способна своевременная диагностика. Проверить здоровье абсолютно бесплатно можно в онкологическом диспансере в селении Плиево. Там каждую субботу священного Рамадана проводят акцию здоровья. Амина Бокова расскажет. Контуры четкие и ровные, эхогенез выраженно повышена, структура неоднородная. Наше здоровье в наших руках. Хадишат Саутиева в онкологическом диспансере частый гость. 3 года назад у женщины обнаружили опухоль, которая оказалась доброкачественной. Образование ей удалили, и с тех пор Хадишат периодически проходит обследование в онкодиспансере. Об акции она узнала от родственников и решила не упускать возможность принять в ней участие. Лечение делали мне все, облучение, все делали мне. Лечение очень помогло. Сейчас гематому в голове чуть нашли.
но мы уже рассасывание делаем. Диспансеризация сейчас проходит по всей стране. В республиканском диспансере такая акция стартовала впервые в месяц Рамадан. И сегодня, пользуясь этим случаем, хотел бы призвать всех жителей пройти диспансеризацию в поликлинических учреждениях как по месту жительства, так и тот, кто не может пойти в обычный будничный день в поликлинику, может по субботам до конца этого месяца приходить к нам в диспансер для участия в этой акции. Важность этой акции, ее трудно переоценить, потому что в первый день акции мы приняли 18 человек, и даже среди этих 18 человек мы обнаружили 2 случая рака молочных желез, что является крайне большим процентом для такого маленького количества людей. Самое важное в скрининге – это раннее бессимптомное выявление злокачественного образования, когда лечение высокоэффективно и излечение от болезни возможно в 97% случаев. В диспансере для этого предусмотрено самое необходимое – оборудование новейшее. Но хорошая аппаратура – это только полдела. Необходимы высококвалифицированные опытные врачи, которые хорошо в ней разбираются и знают свою работу. Пациенты очень довольны медперсоналом. Я здесь и лежала в больнице. Пришла сейчас маммографию делать, УЗИ сделает. Алхамдулилlah, да, хвастом. Очень приятно. Сейчас такие вежливые врачи. И даже всех обследовать очень приятно. Приходить и обследовать. Далсах должен. Женщины старше 39 лет должны обязательно проходить маммографию с целью выявления заболеваний на ранних стадиях. Также для пациентов предусмотрен маммологический осмотр и ультразвуковое исследование. Для мужчин всех возрастов доступна компьютерная томография легких. Мы проводим анализ. У нас есть случаи более десятка моментов, когда имеются предопухолевые заболевания в молочных железах, у мужчин в грудной клетке, объемное образование. Ну, естественно, заключение, которое мы делаем сегодня, является предварительным. После этого пациента мы приглашаем уже к себе в поликлинику и проводим уже комплексное обследование с целью подтверждения, в том числе и морфологического, самого важного этапа. В дальнейшем специалисты онкодиспансера ставят перед собой цель проводить диспансеризацию каждую последнюю субботу месяца. Впрочем, чтобы позаботиться о своем здоровье, не обязательно ждать диспансеризации. Врачи их примут в любое время. Амина Бокова, Милана Хамчиева, Мака Дударова, Магомед Даскеев, Новости 24. Отношение в обществе к людям с ограниченными возможностями, общение на равных – это то, что пытаются объяснить молодым людям активисты благотворительного фонда под названием «За здоровый образ жизни». Ребята сейчас проводят в Ингушетии неделю дружбы и доброты. На этот раз мероприятие было организовано в 6-й школе Назрани. Психологические тренинги, где каждый мог прожить жизнь особенного человека и прочувствовать на себе трудности бытия, в репортаже Дианы Дударовой. Таким трогательным роликом активисты команды «Мечты» открывают очередную встречу со школьниками. Инициатор проекта «Фонд за здоровый образ жизни», который реализуется в стране уже 4-й год подряд. Команда «Мечты» освещает важные темы нашего времени – отношения к лицам с ограниченными возможностями и правильное общение с ними. Кто на той рукой пишет? Ага, вот эта рука временно не работает. Она у нас на больничном. И задание такое: вам надо одной рукой снять пиджак. Сегодня провели игры, которые помогли детям понять, что все-таки им не очень легко в этой жизни. И мне хотелось бы, чтобы именно инвалиды, они были более открыты, потому что когда они будут скованными, то на них будут обращать больше внимания. А если они будут открытыми людьми, которые будут рассказывать, не стесняясь о своих болезнях, то люди будут их понимать и как-то обращаться к ним более понимающе. Не быть равнодушным к людям, которые нуждаются в твоей помощи. Не делить людей на здоровых и больных. И толерантно относиться к каждому. Именно этому учат на семинаре. После этой беседы мы поняли, что людям с ограниченными возможностями нельзя относиться с жалостью. То есть их нельзя жалеть, нужно всячески им помогать, но
не показывать им, что ты как-то относишься к ним по-другому. Нужно относиться к ним с пониманием, с добротой. Именно в школьном возрасте дети лучше всего усваивают информацию, поэтому лекции чаще проводят в общеобразовательных учреждениях. Команда «Мечты» отметила, что за время пребывания в Ингушетии они успели пообщаться со многими людьми разных возрастов и завести новые знакомства. Мы все одна большая семья, и у нас у всех одно сердце и одна кровь. Наша главная задача – это помогать нуждающимся людям, и это и есть, наверное, самая главная религия, которую нужно доносить людям через добрые дела. Она называется «Личный пример». Покажи личным примером, как ты любишь Всевышнего Творца, и тогда твое сердце начнется биться по-новому. Поэтому спасибо этому народу, вашим предкам за ваши традиции. И я очень благодарен Всевышнему, что он меня привел в это место к вам, где я мог научиться многому, поделиться. Я вот всю свою жизнь отдал на служение таким людям, и я в каждом дне радуюсь, потому что моя радость – это радость тех ближних, которые нуждаются в этой радости. Виктор счастливый сидит в инвалидной коляске с 15 лет. Признается, что изначально ему трудно было привыкнуть к такой жизни. Но благодаря отзывчивым друзьям, которые протянули ему руку помощи, он смог выбраться из сложной жизненной ситуации и вновь почувствовать себя полноценным человеком. По его словам, доброта – это то, что может увидеть слепой, услышать глухой и почувствовать человек в инвалидной коляске. Наша задача наших уроков дружбы и доброты показать школьникам то, что вот эта боль, то, что заточение у людей с инвалидностью, которые бывают, что это боль рядом, и что школьники, они могут быть проводниками, быть паромщиками, быть волшебниками и помогать людям с инвалидностью выйти в этот мир и не бояться этого мира. Мы как раз и вот показываем, как нам наши друзья, когда мы сами в школу ходили, помогли социализироваться, получить коммуникацию и радостно и счастливо жить в этом прекрасном мире. Это уже 6-й семинар, проводимый в нашей республике в рамках цикла встреч по пониманию инвалидности. Неделя дружбы и добра завершится в нашем регионе 21 мая. Диана Дударова, Милана Хамчиева, Мака Дударова, Магомед Аскиев. Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетии. До встречи в эфире.